хочу Тебе прославлять судовые справы рук Твоих. Ой, Париж, Парите, вдохновения и сил, нехай целый свет, все, что им бьет, за все признает имя Твое. Как видно, запада и ями земли, повсюду являешь свою Твою план, разидутся горы до слова Его, и премолви Творца земли. Для земли расправы Твоей, за всю любви, за любви, что поравняется с тем, что я маю Тебе. В имя Отца и Сына и Духа Святого. Amen. А з вами И с Духом Твоим. радісна новость для вас, бо Пан з вами завжди. У кожну хвилину вашого життя пам'ятайте про це незвичайне слово, бо коли є Бог з нами, то хто супроть нас? Можемо навіть і гори пересунути. Ісус Христос говорить, коли трошки ще у вас буде віри. Эту святую мушу справую за Пригорскую Мальвину, 39 год по смерти, простичи для ней радости життя вечного, у благодарстве небесным, у Слове Божьем почуем, что Иисус Христос приходит у наше життя, вытягивает для нас руку, как нас оздоровить. Але чи ми хочемо витягнути йому так само руку, как він нам допомог повстати з нашої хвороби, з нашого греху? Перепросим за все грехи, как мы могли с чистым сердцем спасти эту наисвятейшую хряну. Споведаемся Богу Всемогутному. И вам, братья и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, ушибком и занедбанием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу наисвятейшую, за всю Ивану Марию, учив анgelов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай смилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся. Христе, смилуйся. Христе, смилуйся над нами, Христе, смилуйся. Пане, смилуйся. Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся. Gloria in excelsis Deo. Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria. Хвала на вышинях Богу, а на земле супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, великой хвалы Твоей, Пане Боже, благодать небесный,
Пане Божа, баратку Божий, сіяйся, як ідеш на собі грехи світу, змилуйся над нами, як ідеш на собі грехи світу, прийми моління наше, як і сядеш праворужайся, змилуйся над нами, бо тільки ти святий, тільки ти наш Пан, тільки ти найвищий Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Молимся. Боже добрий Ojcze, chowaj do всюди сям'ю Твоих верных, отуляй нас Своей опекой, во всю надею мы складаем на небесную ласку, Распана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живей владарит едности Духа Святого, Бог правду все веки вечные. Amen. Читание книги Иова. Так говорил Бог, кажучи, «Хіба життя человека на землі не нагадує змагання, одні його найдет найміта, як невольник прагне ценю, і як найміт прагне плати своєї, так я отримав спадщину місяці марності і ночі покутав отведены мне. Коли я кладуся, кажу, коли ж я устану, але вечір протягується, і я не покоюся аж до світання. Дні мої худшейшие за ткацький чанок, яны минаюць і не покидаючи надії, помні, що життя моє – гэта ветер, і вочы мої не убачаць больш шчасця. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану. Пане, ти лечиш зламані серці, Пане, ти лечиш зламані серці. хвалите Пана, бо приємно прославлять Бога нашого, бо приємно співати Йому пісню хвали. Пан будує Єрусалим, збирає вигнанників Ізраїля. Пане, ти лечиш зламані серці. І Он лечить зламані серці, і передасть своїх рани. І Он подлічує кількість зорах, і кожною називає по імені. Пане, ти лечиш зламані серці. Великий наш Пан, великая моць
ягоная невымерная, покорных пан поднимает, а безбожных понижает до земли. Пане, Ты есмь, зламания сердце. Читання першого послання святого апостола Павла до Коринтянам. Браты, коли я обвящаю Евангелие, то мне няма чым хвалиться, бо обовязок гэты ускладзены на мяне, и гора мне, коли я не обвящаю Евангелие. Бо коли раблю гэта з уласнай волі, атрымліваю узнагароду, а коли супраць волі, то выконваю даручаны абавязак. Якая ж моя узнагарода? Каб бескорыстливо проповедуючи Евангелие, я доносил новину про Христа, не корыстаючися моей уладою в Евангелии. Тому что, будучи вольным от усих, я стал невольником усих, каб здобыть яшчэ больш. Для нядужих я был, як нядужий, каб здобыть нядужих. Для усіх я стал усім, каб любою цаною збавіць некага. Раблю ж гэта дзеля Евангелия, каб стаць яго саўдзельнікам. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Иисус взял на себя нашу слабость и вылечил хворобы. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. И с Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła Marka. Хвала Тебе, Пане. У той час Jezus wyjшов z synagogi, прийшов з Якубом і Яном у дом Симона і Андрея. Теща Симона лежала у гарачці, і одразу сказали їй про її. І одразу сказали Єсусу про її. Ён підійшов і, узявши за руку, підняв її. І прийшла у її гарачка, і жінка почала служити їм. Коли ж настав вечір, і коли зайшло сонце, приносили до його усіх недужних і опантаних злими духами. І увесь город собрався перед дверима. Ён же оздоровил многих, які терпели на різні хвороби, і вигнав многих злих духов, і не дозволяв злим духам казати, що вони ведали його. А раніцей, уставши вельми рано, вышел и пошел в пустынное место и там молился. Симон и тыя, кто был разом с ним, пошли за им. И коли знайшли его, сказали ему: «Усе шукают тебе». Ён отказал им: «Пойдем куда-нибудь, у ближайшие местечки, как и там проповедовать, бо я для этого пришел». И проповедовал он у синагогах ихних по усей Галилее и выгонял злых духов. Это слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Не ведаю, чим гэтыя цёжкі себе заслужили, чтобы про их ходить. Ходить шмат анекдотов и то розных, не? Такие вельми брутальные, пытается. И какая найлепшая тёжка? 102 метра отсюда, czyli 100 отсюда и 20 землей. Jezus Chrystus, однако, inaczej rozmiarkował w swoim życiu. Inaczej говорить. Сапраўды,
Приходить Иисус Христос и тёжка хворея. От чего є эта гарачка? Ну, в першій черзі від того, що Ісус Христос покликав Симона Петра, пам'ятаємо 2 тижні тому назад читали, той оставив сетки, човны свои, працу свою, все оставил и пошел за Иисусом. И певне он пришел и сказал, видишь, что тёжка, познал я звал за світом. Тёжка, який звал за світом? Початок Євангелія, що про Ісуса ніхто не знає нічого, тотально нічого, тільки Ян Хреститель навчав, що прийде Ісус Христос и показывал его. Представьте, новую фирму хтось відкриває і вас запрошує, ви кидаєте свою працю, свої якісь там способлення, які вже на цій праці запрацювали, якісь посади високі, кидаєте і йдете у нову фірму працювати. Не знаєте, що яку, вона ще не розпочала працю. То же саме і тут така. Ну і тёжечка довідалася, як, а хто мені буде кормити? Ну і попала гарячку. По-перше, гарячка від того. По-друге, хвороба эта узмотилась, коли сьогодні прийшов Ісус Христос з двома навідзяними, можна сказати, Якубом і Яном. Ось прийшов якийсь хто туди мого сина, порвав з праці, забрав працю, або він кинув для цього працю, і ще привез якісь двоїх, таких же самих побожних людей. Ой, нічого себе, що тут твориться? Є ще двойная гарячка стала. Тому що, як то, ну, представте себе, сидите в хаті, проходить мужик, он, заходите, сядри, будем гулять, пить водку, потом сам жонка приготовились. Одразу буде якісь там, коли жонка буде не усось, одразу буде ров якийсь, так можна провести. Ну, то же самое и тут, проварцы как раз так новые, але более-менее так. Более-менее так приходит Иисус. Разберем гарачку. Что за гарачка у тёжки такая? Чему она аж так моцно и турбує? Уже сказали две причины. Две причины, что Симона нема, что так само, что привел Иисус Христос еще двоих якісь, невідомо кого. А еще так само эта гарачка Иисуса Христа, не Иисуса Христа, а тёжки Симона у тим, что, глядите, на живе. Иисус вышел в синагогу и пришел с Якубом и Яном у дом Симона и Андрея. И на нем себе жил. Тёжка. И на живе у доме Симона и Андрея. Як так? Ну, представьте себе, кто-то из вас оженился, вышел замуж, и затевали, что пожалеть будешь своим батьком каких-нибудь. А другая половина скажет, давайте сюда еще моих батьков запросим. Давайте мы все разом жить дружно, приятно. Як это было. Ну, для того, что было згризи великі, революція дома. Поки ми не у себе, то мы не ведаем, где что жить. Не ведаем, где тут сковородка, которую ударить, не ударить, пожарить что-нибудь, и так далее, и так далее. Ну, ведомо, бо не у себе. Гарачка тёжча у тим, що вона не в себе. Її ніхто не слухає. І вона не у себе, що її ніхто не слухає. Вона б хотіла керувати життям Симона, напевно, як туди пораженку ненависна, правдоподобно, якщо тёжча живе у Симона, чи жонка померла, на якусь хворобу. На якусь хворобу не видно, на яку. Ну, жонки немає, тёжча є, осталася. І треба було б їй опікуватися до кінця життя, поскольку вже вона не мала більше яких дітей, поэтому і живе у того, хто найближчий родственник, czyli у Симона. І ось, коли вона не у себе, не може вона ніким керувати, ніхто її не слухає. Ну, представте, яка хвороба, коли вас ніхто не слухав вдома. Ви б кричали, там єнчили, на мужика, льотов би сам собі і робив. Це неприємно, ну неприємно так само неприємно. Що дає тільки ще, чому ще хвороба проявляється этой тёжкой? И что Иисус Христос робить, как її здоровить? Докладно читаем у Евангелии. И он подошел и, узявши за руку, поднял ее. Ведь мог бы сказать, вставай, я тебя оздоровляю, и иди працевать. Нет. Иисус Христос так не поступает, а Иисус Христос сам подходит до человека. И он хочет подойти до каждого из нас, у наше життя. Иисус Христос вельми часто подходит до человека. Мог бы, не ведаю, евангелиста мог бы не писать, что он подошел. Просто взял тёжку за руку, и она поднялась и ушла працевать. Но что это слово подошел? Потому что Бог хочет для каждого из нас особо подвести. У этом слове, что я промовляю, альбо вы читаете, які ми читаємо, Він хоче подвести до вас особливо у ваших условиях життя, у ваших турботах, які ви тепер переживаєте, у ваших справах.
Гэтае Слово Божае, што я тлумачу, так само хочу гэтым Слове Божым падысці. Хтосьці зразумее одно слово, хтосьці другое, хтосьці зусім тотальна сёння нічого не зразумее з гэтай Євангелії, з гэтай хаміліі, яку я тут говорю, сказання і так далее, і так далее. Так в этом анекдоте не чули, что один ксёндз поехал на реколлекции, обещал реколлекции 4 дни. Никто не слухал, все подспали на этих реколлекциях. Одна бабуля сидела при швянце. Так глядела в этого ксёндза, так даже боком не вырхнула. Ну, 4 дни реколлекции закончились, а ксёндз там пошел переоделся, вертается в костюм. Видите, что эта старушка сидит. Подходит до ее бабуля. Никто не слухал. Скажи, что тебе наиболее из этих лекций подобалось? Ксёндз, я ничего не разумела, что ты говорила. Что ты говорил. А я так глядел на тебе, и ты так мою козочку припоминал. И если не могла просто давать. Слово, столько из реколлекций. Амбиции все опасны. Так само можно и у вас неоднократно в жизни. Может не видите, может не припоминаю вам козочку. Але некоторые говорят, ксёндз брата припоминает, ксёндз там какой-то стишки припоминает. Так можно розное ездить по Польше, розные эти меркования открытий почуть. Говорят, так, ксёндз своим захованием такие, там мой брат был, а еще скажет, мой былый муж который помер, волосы на голове становятся. Чем я припоминаю таким, что помер он, что ему тоже помирать не треба. Ну, конечно, каждый из нас помре. И так далее. Ну и сегодняшнее Евангелие то же самое есть. Сегодня то же самое есть. Иисус Христос подошел до них, поразмовлял, узнал ее хворобу. Взял ее за руку. Написано, узявши за руку. Czyli что, будет хтось руки в кишенях тримати, то не возьму за руку, треба було вирвати. Czyli когось взяти за руку, хтось йому протягнув руку. Czyli взял ее за руку и поднял. И она это хотела. И она хотела, как ее хтось зауважил. Разумеется, на что она хворает. Что никто не зауважил. Как ее зауважили, и она бы добрым человеком была. А хвороба ее, такая, что она не могла служить. Ось хвороба такая. Хтось не может ходить, хтось не может глядеть, хтось не может слухать, хтось не может размовлять. Когда у нее хвороба, что она не могла служить. Чому? Вот написано. И женщина почала служить им. Чему не могла служить? Ну, не в себе была. Не в себе. Иисус Христос пришел, ушановал, поставил, дал ей певненность у житті, и она это приняла. И распочала служить. Може, столько хотел сегодня вам сказать про тещу. Тут еще другая квестия. Шимона Петра, а я забыл, а я сумнів, або есею, виводячи з англійської мови, говорячи про те, про що нам сьогодні треба запам'ятати. По-перше, чесно, що как мы были добрыми тещами и добрыми зятями. Я вас жадаю этого. Вот тут какая-то вельми важная речь, справді, как мы у чьёсь життя не уходили с Богом без потребы, не хотели так само керовать, как бы это то, что в сегодняшнем жизни хотела бы керовать Шимоном, хотела бы, как он не ходил за Иисусом Христом, это рачка ее расхвалила, как мы ушановали децизии, которые поднимая другого человека и с ним лечились. По-другое, как мы умели подходить к каждой ситуации по-особому, как мы могли зрозуміти другого человека, и как мы умели служить. Но что означает служить? Служить – это один из принципов любви, нет? Один из принципов. Она не умела кахать, не умела служить. Иисус Христос только одного научает, все Евангелие – любовь, соправдной любовь. И женщина начала служить. Можем служить только тогда, когда нам сердце говорит. Мы служим тогда, якщо не було прочитано у Євангелії, у читанні, що коли серце наше вольне. Було у другому читанні прочитано у листі до Коринфянам. Бо коли ми це робимо з примусу, то ми це робимо як невольники. А служити не можна як невольники. Служити чоловіку любові може тільки з вольного серця. Як ми приходимо у костюм з вольного серця, то ми тут кошмар що тримаємо. А коли ми приходимо ставити мужами, ми боїмося від чогось, бо не буде кара, яке на нас зайде, або чогось. А ми так не швидко користаємо за тих ласку, які Бог дає. Не тільки що хоче, Він дає, тільки чи ми хочемо взяти. Просим, как мы так само умели взять это от Бога, ласку, якая поможет нам дойти до життя вечного. Аминь. Вірувати Бога, а Отця усемогутнього, славі Царя і на землі, всякого вашого и не вашего, и
и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед усими веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не спорного, одиносудного Отцу, ради якого все сталося. И Он для нас, людей, и для нашего збавления, зышел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтии Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сядись праворуч Отца, и знов придет в паре, судить живых и померлых, и яко володарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походит, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовляв раз пророков. Веру в один святый католический апостольский костел, вызнаю один крест для отпущения грехов, и чекаю воскрешения помилуй, и життя вечного в будущем свете. Аминь. Adorane nadziei wiecznego życia, uznoszą do Boga nasze modlitwy, jaki pragnie szczęścia wszystkich ludzi. Modlimy się za święty Kościół, aby on obieszczał ludziom nadzieję zbawienia ciepło się. Wysłuchaj nas, Panie. Modlimy się za moладь, яка удзельнічае у лекцыях па рэлігіі, каб яна выкарыстала магчымасць лепш пазнаць Христа, Тебе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за тых, хто знаходзіцца ў залежнасці ад розных шкодных звычак, каб яны знайшлі ў сабе і ў сваім акружэнні сілы, патрэбныя для супрацьстаяння дрэнным уплывам. Тебе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за дзяцей, каб анёлы ахоўнікі оберегали их от усялякой небезпеки. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за наших близких померлых, в особливый способ доручаем Przychodzką Malwinu, как добрый Бог принял ее у володарства всех святых. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас тут собранных, как мы распознали у Божьем Слове шлях до решения наших штоденных проблем. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Просим Тебя, Пане, выслухай просьбы и учени, как мы умели принять Твою допомогу и дяковать Тебе нас Христа, Пана нашего. Номер 135. Молитесь, как мою и вашу яхняру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме офяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Пане наш Боже, Ты створил хлеб и вино, как они потребовали наше земное житье. Uczyni, aby wystawił nas sakramentem i kiedy je życie wieczne, Hrysta Pana
сердце. Узносим их до Пана. Подякуем Богу, Богу нашему. Он это исправедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і спаведна, каб мы заўсёды і ўсюды табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, всемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага, бо ён з літасці да грэшнага чалавечаства нарадзіўся з Панны Марыі. Праз свою муку на крыжы вызволил нас от вечной смерти, а праз свое з мертвых повстание дал нам вечное житье. Тому с анgelами, архангелами и с усими святыми мы обвещаем Твою хвалу, разом зими ускликаючи. Святый, 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 Богу всемогутный, небо и земля, полная хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, Хосанна на вышинях, Хосанна на вышинях. Благословенный той, кто идет в имя Пана. Благословенный той, кто идет в имя Пана. Хосанна на вышинях, Хосанна на вышинях, Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму ў єднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Ісус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлебу і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Podobnym czynom po wieczery uziął kielich, znowu Tobie podziaku składając, podał swoim uczniom, każuszy: «Bierajcie i picie z jego się, bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowietu, jaka za was i za mnogich będzie pralita w dziele odpuszczenia grzechów. Гэта czynicie na moją pamięć». Гэта великая таямница веры. Обращаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего присягу. Wspominający śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich chwalenia. Dziękuję, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobą i służyć Tobie. Pokorna molim Ciebie, aby всех nas, приймаючи Ciebie i krov Христа, Дух Święty собрал у одно. Pamiętaj, Panie, про Костел Твой рассеянный по всем свете, удоскональ его в любови разом с Папом нашим Францишком, biskupom naszym Józefem i усім духовенством. Pamiętaj tak samo про братов и сестер наших, які поснули в надії на воскрешення,
про Мальвину и про всех, кто в ласце, а дышал, кто у Твоей ласce дышал з этого свету, и дозволь им убачить светло обличия Твоего. Просим Тебе, zmiłuj над усіми нами, как мы заслужили удел в житті вечным, в едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марыной, со святым Юзефом ее обранником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, Яном, Павлом II, сестрой Фаустиной, благословенным ксензом Брониславом Маркевичем и усими святыми, які с предвеку подобались Тебе, как с ними и мы хвалили и прославляли Тебе, раз Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христос, Христови у Христе, Тебе, Божа Ojca Всемогутный, у едности Духа Святого, и вся пошана и хвала, разу все веки вечные. Молимся, Дайца Небесного, як нас научил Иисус Христос, Отче наш, который Отцу небе, святится имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего щоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, славу нас от всякого злого, дай ласкавость упокоим дни наши, да положи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы всякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прища Збавцы нашего Иисуса Христа. Бог дает справедливость и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно з Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живешь и владаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокой. Ранку Божий, який отпускаєш світу грехи, змилуйся над нами, помилуйся. Ранку Божий, який отпускаєш світу грехи, змилуйся над нами, помилуйся. Ранку Божий, який отпускаєш світу грехи, дай нам супокой, о, дай нам супокой. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру ягоную. Пане, я не варты, как Ты вошел до меня, але скажи только слово, и будь осторожна душа моя.
Номер 111. Темной тишине, ночью зимний ясный зор, думки надышли, молитву почитаю снов. Я молюсь о Тебе, я молюсь о Тебе. Тяжко в свете жить, люди смешают людей. Хочется спинить этой жертвы потерь. Я молюсь о Тебе, я молюсь о Тебе. И я молитвенно прошу, как изменился в Христе. Дай силы оживить мне душу. Я покину свой свет. Я покину свой свет. Выратуй наш рай от этой пропасти грехов. Крылья сердцем дай, улить бессмертную любовь. Я молюсь о Тебе, я молюсь о Тебе. Прошу Тебя, мой Бог, обмолвите вас и любви. Ты смертным миром мой, достоин и неведомости. Я молюсь о Тебе,
Помолимся. Милосердный Боже, Ты дозволяешь нам споживать один хлеб евхаристичный и пить от того келиха. Просим Тебя, поможи нам так жить, как мы з'єднані у Христе с радостью служили справе избавления всего свету. Раз Христа Пана нашего. Amen. Лютого, это завтра, в понедельник, успомин святой Агапы, Панны и мученицы. В этот день будем благословлять хлеб и воду. 6 лютого, во вторник, успомин святого Павла Мики и поплечников мучеников. 10 у субботу, успомин святой Схоластики Панны. 11 у неделю наступную, успомин Найсвятейшей Панны Марии з Люрда. Сусветный день хворых. Подчас іншого буде відбуватися намащення хворих. У нашій парафії тривають пасторські навідування сім'їв. Записуватися можна у закристі. На гэтым тижні припадає перший вівторок місяця День молитвы убрать заступництва святого Архангела Михаила с набоженством после святой мши и благословением на способ людский. Кожний день у нашій каплиці триває адорація Пана Єсуса в Найсвятійшому сакраменті от 14 до 19. Дякую за ахвярование на будову, за супольную и индивидуальную молитву, за спев и оправу литургичную, за пробирание каплицы и тем, кто дежурил. Помолимся за тих, хто на этом тижні святкує дні народження, іменини, юбілеї, хто чекає і народив дітей, за тих, хто приймає нас по коляді, за добродієвих віродавців. Нашої парафії так само обновить добродіє будівництва санктуаря Божої милосердності і за нас, доручаючи кожного поособку опеці Матері Божої Ружанцової, так само святой памяти Чугодскую Мальвину, Твоей обороне взаемся. Святая Богородица, наших потребах не погашай молением нашим, и от всякой злой пригоды выбавляй нас от суеты. Анна хвалебная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поедай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Добро, что вы есть, что приходите. Примите Божие благословение. Пробачьте, когда рассказать эти анекдотики, я рассказал только про тещу. Я больше знаю, не буду рассказывать. Пан с вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословляет Бог Всемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите у супокоя Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Архангеле Михаиле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа, покорно просим, нехай його знищить сам Бог, а Ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які на згубу душ снують по світі. Аминь. Номер 84.
нехай будзе пахвалены.